В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Магазин, но не за покупками. В Мирном злоумышленник совершил разбойное нападение. Задержан ли подозреваемый? Не допустить перехода огня на населенные пункты. Появятся ли в Якутии противопожарные разрывы вблизи сел и есть ли на эти цели средства? Ответят ли хулиганы за свои действия? Лиц, причастных к вандализму на озере Щорса, задержали столичные сотрудники правоохранительных органов. Шаги на пути к международному сотрудничеству. В Якутске прошло заседание Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Добыча золота и трудовое движение комсомольцев. 90-летие. Со дня образования отметит поселок Ленинский. Разбойное нападение на продуктовый магазин произошло в Мирном. Злоумышленник проник в подсобное помещение и, угрожая продавцам керамическим ножом, похитил всю дневную выручку, а затем скрылся с места происшествия. Ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель был задержан полицейскими по пути в другой магазин. Грабитель пояснил, что собирался потратить похищенную сумму на спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Именно потому, что Якутия является одним из самых пожароопасных регионов России, в республике до 2028 года оборудуют около 2000 километров противопожарных разрывов вблизи сел. Для этого специально создадут противопожарный барьер в виде просеки шириной от 10 до 20 метров, пояснили в Министерстве экологии Якутии. Только на текущий год предусмотрена сумма в размере 33,5 миллионов рублей, а это около 200 километров противопожарных разрывов в местах возможного перехода огня на населенные пункты. При этом в ведомстве добавили, что ранее на территории республики данный вид работ не был предусмотрен. Кроме того, для участвующих в тушении лесных пожаров в Жиганский район уже доставлены мотопомпы и сухпайок. Район накануне посетил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков. Он отметил, что ситуация находится на постоянном контроле как комиссии, так и Главного управления МЧС. Ранее в район была направлена группа специалистов из Якутска. Пожарная часть района находится в состоянии боевой готовности. И если говорить в целом о ситуации с лесными пожарами, то в центральных районах Якутии наблюдается жаркая и сухая погода. Но с завтрашнего дня все изменится из-за прихода циклона, который сейчас находится в Абыйском районе. До конца недели в центральных районах ожидается понижение температуры до 19 градусов со знаком плюс. Небольшие дожди, местами ливни и грозы. На следующую неделю, поменяемся ролями. На запад республики выйдет циклон, поэтому температура понизится. Там мы ожидаем дожди. Но они тоже будут не повсеместно, будут разной интенсивности, от небольших до умеренных. А на центр республики, на восток и северо-восток, выйдет теплая воздушная масса, которая сейчас находится над западом республики. Поэтому повысится температура порядка до 22-27, и погода будет без осадков. Дождь, сырость и холода. Жильцы многоквартирного дома по улице Чайковского в прямом смысле слова остались без крыши над головой. Кошмар, который испытали люди во время пожара еще в мае месяце, на этом не закончился. Проблемы только растут. К примеру, как встретить зиму? Что на это отвечают чиновники? Тем продолжит Ольга Башук. Пожарники приехали, люди начали выскакивать. Из последней квартиры, 33-й, женщина выскочила, и она открытую дверь оставила окно. И поэтому очень резко пламя, и до туда все. Поэтому так сильно подъезд обгорел. Сгорело электричество, вода сгорела, потому что пластиковые трубы, все это сгорело. В воду, правда, временную кинули. А свет недавно, 11 июля, нам только сделали временную, пока ждем. Пожар почти полностью уничтожил 2 квартиры. Сейчас собственники своими силами делают ремонт, белят стены, пытаясь скрыть угольные следы, приобретают новую мебель. В одной из пострадавших квартир живет пенсионерка Светлана Егоровна. С ремонтом ей помогают родственники, друзья и коллеги. В 2010 году затопило нас, и нам дали сертификат, и я сюда переехала. 100 с лишним еще добавила, купила. И сейчас опять без ничего осталось. 2 телевизора тоже сломались.
диван, тахта, все. Опять заново надо устраиваться. Да еще вот из-за этого пожара заболела, вот 8-го, не знаю, может, даже на операцию положат. После тушения пожара в доме начал отходить пол, образовались глубокие ямы. 3 или 4 квартиры полностью, вообще вся мебель, вся техника, вообще все они выкинули, потому что их затопило. Кто-то не пострадал от пожара, кто-то от воды очень сильно. И все вместе они половину лета жили без света и горячей воды. Теперь же людей больше всего заботит вопрос о том, как они встретят холода. Первые дожди показали, крыша нуждается в срочном ремонте. У нас еще крыши нету. Вот буквально вчера был дождь, позавчера, да, был дождь. Все соседей затопило, подъезд затопило, все затопило. Как мы будем зимовать? Ну, второй этаж, то есть, будет замерзать сверху, первый этаж снизу, потому как у нас там под домом вода, лед и, как бы, собственно, фундамент весь сгнил. Большинство жильцов дома – многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Долгов по квартплате накопилось немало. После обхода всех возможных инстанций в поисках помощи жильцы получили было надежду на ремонт. Но все изменилось в один миг. Вроде как нам пришел ответ нашей Сайсарской управы, что деньги, смету составили, деньги должны выделить. Там прямо расписано, кто, что, откуда берется, с какого резервного фонда, на что, на какие целевые назначения. Да? Но в итоге вот буквально 3 дня назад нам пришел ответ от нашей управляющей компании, что мы, собственники, должны сделать косметический ремонт 2-го подъезда за свой счет. Что это вообще такое, и куда нам обращаться дальше, и почему мы должны делать это все за свой счет. Хотелось бы узнать. Почему они должны за свой счет делать ремонт косметических? Ну, видите, косметический ремонт, он вообще ни в какую программу, ни в тарифах его вообще нигде нет. Поэтому мы даже готовы с своей стороны как бы 50 на 50 с жильцами этот косметический ремонт провести, если они, конечно, будут согласны на это. В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Якутска об этой несправедливой инициативе управляющей компании даже не слышали. То, что вот это вот объявление вышло, я прокомментировать не могу. Будем с этим разбираться. Так, что имела в виду управляющая компания? Какой именно ремонт она предусматривает за счет денег собственников? Однако в ведомстве сразу отметили, комиссия по ЧС приняла решение о выделении средств на ремонт общего имущества, кровли и муниципальных квартир. Общая сумма более 1 миллиона рублей. Теперь необходимо еще провести конкурс и найти подрядчика. На все это нужно время, а его до первых холодов остается все меньше. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. Хулиганов, причастных к вандализму в Якутске на озере Щорса, задержали сотрудники правоохранительных органов. Ими оказались несовершеннолетние лица. Сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности. Уважаемые горожане города Якутска, приношу искренние извинения за хулиганское поведение в ночь по 3 августа на озере Щорс. Обязуюсь возместить весь ущерб, нанесенный мной и моими друзьями. Впредь так больше не буду делать. Понял и сожалею о поступке. За мной не повторяйте лучше. Инициировать общее собрание соседей и решить проблему совместно. Одно из столичных кафе по улице Крупской приостановило работу из-за нарушений. На что жалуются жильцы многоквартирного дома и насколько это опасно? Репортаж Руслана Варламова. А потом уже целый год вот этот вот шум не давал спать всем вот этим вот соседям. Собственник нежилого помещения по улице Крупской после завершения строительства дома в 2017 году сдал имущество в аренду предприятию общественного питания. С тех пор у жителей дома появились проблемы. В течение 3 лет они неоднократно обращались к предприятию с жалобой на резкий запах кухни, который проникает во все квартиры. В течение года мы пытались договориться с владельцами кафе, но, к сожалению, все наши просьбы остались так и неуслышанными. Поэтому мы вынуждены были обратиться в Роспотребнадзор. Да? Мы обращались неоднократно в Роспотребнадзор, но, к сожалению, в течение года так и ничего
не было сделано. Однако спустя некоторое время руководители кафе все-таки попытались решить проблему. Они самовольно, без согласования с собственниками квартир, произвели монтаж системы вентиляции по всему фасаду с выводом за кровлю. Но этим они только усугубили ситуацию. У нас помимо присутствия запахов еще и появилась проблема шумом от местной вентиляции. Да? Понимаете, мы 2 года страдали от этих запахов, и теперь уже в настоящее время, уже год, получается, да, страдали от шума местной вентиляции. Жилищным законодательством такое самовольство категорически запрещено, поскольку многоквартирное имущество может использоваться только по решению общего собрания, оформленного протоколом. Значит, по результатам проверок Роспотребнадзора по предприятию общепита было выдано предписание, даже есть судебное решение о возведении системы вентиляции. Действительно, к предприятиям общепита устанавливаются определенные требования, да, по системам вентиляции, но для того, чтобы установить такую систему, необходимо было получить согласие собственников, что не было сделано. То есть нарушено законодательство. В свою очередь, надзорный орган на днях выдаст собственникам кафе предписание об устранении в течение 2 месяцев незаконной вентиляции. Сейчас у предприятия остается лишь один законный выход из этой ситуации – инициировать общее собрание соседей и предложить им решить данную проблему, согласно проекту, разработанному специалистами. Теперь судьба общепита полностью зависит от собственников квартир. Руслан Варламов, Семен Семенов, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Шаги на пути к международному сотрудничеству. В Якутске прошло заседание Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Добыча золота и трудовое движение комсомольцев. 90-летие со дня образования отметит поселок Ленинский. В эфире Якутия-24 мы подводим итоги уходящего дня. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии создаст посольство во всех регионах-участниках. Об этом заявил генеральный секретарь ассоциации Ким Ок Чхэ. 12-е заседание рабочей комиссии прошло в Якутске. Представители Китая, Кореи, Японии и России обсудили сотрудничество стран Северо-Восточной Азии. Саргалана Федорова продолжит. Прямые связи между муниципалитетами разных стран – это залог к развитию Северо-Востока Азии, подчеркнул председатель правительства республики. Владимир Солодов сегодня посетил алмазогранильный завод индийской компании, которая производит практически 88% всех бриллиантов в Якутии. Здесь через руки одного огранщика проходит более 100 алмазов каждый день. В планах увеличить объем переработки. Компания создает высокотехнологичные рабочие места и собирает более тесно взаимодействовать с учебными заведениями республики. И нам важно, чтобы граждане республики максимально имели возможность на этих местах работать. Ну, кроме того, будем продолжать взаимодействие по важнейшему вопросу, связанному со снижением ставки НДС. Мы давно его ставим. Принципиальное одобрение этого подхода есть. Нам важно довести его до логического результата. Ну и по всем другим направлениям с руководством компании будем оставаться в тесном контакте. Наш регион впервые выступил в качестве председателя Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Сегодня в организации состоят 77 регионов 6 стран мира. А Расва для Якутии – это прежде всего ключевая площадка для ведения прямых переговоров с потенциальными партнерами. Наш секретариат самостоятельно занимается организацией таких мероприятий, как Международный форум Арасва и Молодежный форум Северо-Восточной Азии. Также мы хотим внести новый проект – это создание послов в каждом регионе-члене ассоциации. То есть в каждом регионе будет такой человек, который занимается популяризацией и продвижением ассоциации. На заседании подкомиссия по спорту предложила учредить фестиваль национальных видов спорта и проводить его ежегодно. Первый фестиваль предлагают провести уже в следующем году в Японии. Участники договорились, что очередное заседание, которое пройдет через год, будет представлять собой инвестиционный форум. Регионы презентуют свой экспортный потенциал и инвестиционные возможности. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.
90-летие со дня образования в эти выходные отметит поселок Ленинский Алданского района. Об истории населенного пункта и о том, какое будущее ждет его в ближайшее время, готов рассказать Руслан Павлов. 30-е годы прошлого столетия. На прииске Нижний Сталинск, где добывают золотую породу на шахте имени Александра Косарева, зарождается трудовое движение комсомольцев. Тогда косаревцы, как и стахановцы, гремели на всю страну. Чуть позже Нижний Сталинск переименовали в поселок Ленинский, который нес славу дражного флота Алданского района. До сих пор старожилы чтят и помнят историю поселка и передают ее по наследству. Я знаю, что добывали золото. Моя драга была 401. У меня дед работал на драге, бабушка. Что-то рассказывали? Немного рассказывали. Есть что-нибудь. Что рассказывали. Сегодня перспективы золотодобывающего поселка потускнели. В Ленинском нет производственных предприятий, сельскохозяйственных угодий. Небольшой населенный пункт затерялся между таежных сопок, где живут размеренной провинциальной жизнью чуть более 1500 человек. В поселке Ленинский будет переселено 13 многоквартирных домов. И, конечно же, в связи с этим мы ожидаем, что жители получат комфортное жилье и преобразятся улицы нашего поселка. Поэтому, конечно, есть перспектива. Действительно, большая часть поселка – это частный сектор. Остались дома с печным отоплением, где нет водопровода, почти как в деревне. В деревне, по-моему, лучше было, чем сейчас. Воду возят один раз в 2 недели. Сидела я без воды, пока я в контору не сходила, пока чуть ли не на матах гнула. Привезли ведь мне. Ворчливость стариков можно списать на возраст, зато молодое новое поколение любит свою малую родину и болеет за нее душой. Я хочу тут остаться, потому что я не хочу в другие города уезжать, я тут родился. Я тут все знаю, все места, все знаю. Хочешь, чтобы перспективы здесь какие-то были, да? Да. Развитие района, газификация, разработка новых месторождений полезных ископаемых, жилищное строительство дают местным жителям надежду на то, что у поселка Ленинский есть будущее, которое они, безусловно, наполнят трудовыми подвигами и достижениями, как их отцы и деды. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Ленинский. Выявить таланты и определить будущую профессию ребенка. В Ленинском районе большее количество школьников это лето провели в родных учебных стенах, но уже не обычной, а профильной школы. Репортаж Анны Кожевниковой. Квесты, танцы, футбол, бадминтон и, конечно, бассейн. Ленинская оздоровительная база «Алмаз» всегда пользовалась популярностью у маленьких жителей Ленинского района. В этом году в лагере появилось новшество. Традиционный развлекательный познавательный отдых руководство лагеря и педагогический состав решили разбавить профориентационной работой. Основная тематика смен – это профориентация. В этом году мы выбрали эту тематику. Думаю, что это поможет ребятам с определением профессии в будущем, потому что столкнулись с тем, что многие дети, заканчивая школу, просто не знают, куда применить свои силы и возможности, какую выбрать профессию. Мы им помогаем сейчас уже, начиная с 7-летнего возраста, как говорится, объясняем им, подсказываем, направляем, если нужно. То есть мы выявляем их таланты и понимаем, куда их можно применить. Пока одни отдыхают, другие работают. На пришкольных участках трудились свыше 950 учащихся. В акции «Чистый город» приняли участие порядка 100 детей, а дворовыми вожатыми стали около 460 неорганизованных детей. На базе станции юных натуралистов в школах поселков Пеледуя и Витима, а также в городских 1, 2 и 5 были организованы трудовые бригады. Занимаемся украшением станции юнатов, улучшением ее состояния. А нравится или узнал то, что когда сюда приходил, я, может, даже не знала больше половины названия цветов или растений, даже зверей. Но сейчас, уже ближе к концу сезона, я достаточно расширил свой кругозор в плане биологии. В подобных трудовых лагерях в этом году было задействовано 200 школьников. Из них 153 состоящих на различных видах учета. В первую очередь именно таких детей обеспечивают занятостью на летний период сотрудники районного управления образования совместно с администрацией района.
За счет средств муниципального бюджета приобретены 43 путевки в детский оздоровительный лагерь «Алмаз» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также по ходатайству Управления образования были выделены дополнительные средства для 50 учащихся, имеющих высокие достижения в области науки, в детский оздоровительный лагерь «Алмаз». Итого в 2019 году в лагере «Алмаз» отдохнули и отдыхают порядка 680 детей. На площадках дневного пребывания отдохнули более 1200 детей в 17 образовательных учреждениях, а в 5 из них вели работу профильные школы. И 300 детей выбрали данный вид отдыха. Другие же ходили в походы. Один из традиционных – научно-исследовательская экспедиция историко-краеведческого лагеря «Возрождение». 15 школьников из Артанахары побывали в экологической экспедиции. Ботаническо-полевой семинар прошел в Витиме. Всего в Ленском районе свыше 4600 детей были заняты досугом в летнее время. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Особое мастерство автора и задача передать зрителям глубокий смысл за считанные минуты. Сегодня в Москве стартует 8-й российский фестиваль короткометражных фильмов. Такой формат набирает популярность среди современной аудитории. В центре событий находится наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, какие картины будут бороться за главный приз и где покажут ленты? Приветствую, Андрей. Да, действительно, сегодня стартует кинофестиваль короткого метра «Коник». И прямо сейчас идет пресс-конференция с участниками, с членами жюри и организаторами этого конкурса. А вообще, сама конкурсная программа начнется этим вечером. Причем фишка этого кинофестиваля в том, что посмотреть фильмы можно бесплатно и не в кинотеатре, а на открытых площадках. То есть в парках города открыты 4 площадки. И это говорит о том, что люди могут, просто даже не зная о кинофестивале, прийти в парк и посмотреть любые фильмы. Вообще в конкурсе принимают участие в этом году 41 лента. К сожалению, из Якутии никто не отобрался, хотя наш регион, конечно же, славен своими большими картинами. Но вот коротким метром у нас пока не заладилось. Хотя один из участников пытался все-таки прорваться из нашей республики на этот кинофестиваль. Давайте послушаем, что же ему ответили организаторы этого конкурса. Да, в этом году была заявка из Якутии, был неплохой фильм, но дело в том, что отбор проходит в сравнении, да, фильмы все разные, естественно, что у каждого фестиваля свои критерии отбора. Он, конечно, не попал, но это не означает, что фильм плохой. Нужно работать, делать и продолжать. Ну, не только один «Коник» в стране, да, есть еще масса других фестивалей, наверняка найдет фильм свой фестиваль. Будем надеяться, что в следующем году из Якутии будет еще больше участников, и они все-таки попадут в конкурсную программу, представят качественные ленты. И якутское кино будет не только на больших кинофестивалях, но и на кинофестивалях короткого метра. Но вообще люди говорят о том, что с короткому метру сейчас очень много внимания, потому что в век современных технологий, быстрого времени, люди именно любят смотреть маленькие, короткие фильмы. На этом у меня все, Андрей. Будем следить дальше за развитием событий этого кинофестиваля. Ну, вот с этим действительно сложно не согласиться. Максим, спасибо. На прямой связи из Москвы, где сегодня стартует 8-й российский фестиваль короткометражных фильмов «Коник», был наш корреспондент Максим Кардозу. Далее о наиболее заметных и значимых событиях Нерюнгринского района расскажет другой мой коллега Сергей Козюра. Добрый вечер. Лето – горячая пора для работников жилищно-коммунального хозяйства. За короткие месяцы тепла нужно выполнить огромный фронт работы в части подготовки к грядущей зиме. В Нерюнгри акты проверки готовности к отопительному периоду в жилых домах каменной застройки подписаны на 160 домах, что составляет 60%, и на 58 жилых домах деревянной застройки, что составляет 100%. Процент исполнения намеченных мероприятий по подготовке объектов жилого фонда города Нерюнгри более 92%. Также и мероприятия на объектах соцкультбыта почти завершены. Это очень высокий показатель, который говорит о том, что коммунальщики подошли к делу со всей ответственностью и серьезностью. Качественная подготовка к зиме позволит избежать аварийных ситуаций в самые холодные месяцы года. Нерюнгринский городской водоканал вошел в федеральную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которая предусматривает выделение средств из федерального бюджета для тех сфер, где нет возможности реконструировать социальную инфраструктуру за счет местных бюджетов. Будем говорить, жизненный цикл этого оборудования он уже давно истек. То есть, если говорить в целом,
о предприятии по сетям водоснабжения и сооружениям на сетях, это 98% износ. А что касательно сетей водоотведения, это 92%. То есть значительный уже износ, и поэтому эти работы требуют реагирования, так скажем. Водоканал рассчитывает получить средства в 3 этапа в течение 4 лет. Сегодня уже стартовали работы первого этапа. Средства достаточно серьезные, порядка 400 миллионов рублей. Ну а по окончании этого этапа мы, конечно же, будем продолжать работу для того, чтобы в течение 5 ближайших лет у нас все-таки вся система по водоподготовке, водоочистке, по очистке канализационных стоков, она у нас по Нерюнгри была приведена в нормативное состояние. Реализация нескольких проектов за счет средств из федерального бюджета выведет предприятие на новый уровень. Снижение количества аварий и затрат на их устранение, уход от опасного производства, энергоснабжение за счет использования современного оборудования. Вот такими событиями была наполнена среда 7 августа в Нерюнгри. Оставайтесь на нашем телеканале и будьте в курсе всех событий. Всего доброго и пока.